Переселенные в дома уйгуров в рамках политики породнения китайские работники продолжают наносить тяжелый урон чести и достоинству тюрков Восточного Туркестана. Обнародованное видео, в котором девушка по имени Кальбинур в окружении нескольких китайцев отвечает на вопросы, наглядное тому доказательство. В частности, ей задавались следующие вопросы: выйдешь ли ты замуж за китайца и можно ли мусульманам потреблять в пищу свинину, на которые она ответила положительно. Очевидно то, что эта девушка дала положительные ответы под давлением китайских полицейских, так как достаточно всего одной жалобы подселенного китайского сотрудника для обвинения в религиозном экстремизме и тюремного заключения. Мусульмане США организовали собрание в Вашингтоне, посвященное геноциду, проводимого китайскими властями, и заключению миллионов мусульман в лагеря политического перевоспитания. Среди гостей находилась Рушан Аббас, которая осветила репрессии и гонения народа Восточного Туркестана, предоставив подробные доказательства и наглядные факты. С другой стороны, глава отдела внешних связей Организации культуры и солидарности Сеид Тумтюрк выступил на конференции, прошедшей в столице Австрии под эгидой Европейской организации безопасности и сотрудничества. По сообщениям японской разведки, 2 бомбардировщика и 1 разведывательный самолет китайских военно-воздушных сил были блокированы японскими истребителями во время полета над островами Окинава и Мияку, расположенных на востоке Китайского моря. Китайская Народная Республика считает незаконным нахождение Японии на островах Окинава и Мияку и не признает право Японии на данные острова. Президент России Владимир Путин проведет встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Пресс-секретарь правительства Дмитрий Песков сообщил, что встреча пройдет 4 апреля в Москве. Ранее Владимир Путин во время телефонного разговора обсудил с Нетаньяху обстановку на Ближнем Востоке. Премьер-министр Германии Ангела Меркель выступила с заявлением по поводу выхода Англии из Евросоюза. Меркель сказала, что надеется на то, что у Англии имеется план и ясное видение решения имеющихся проблем. На вопросы о волне переселений, произошедшей в 2015 году, Меркель попросила не использовать слово «волна переселенцев», так как это делит общество и вызывает волнение среди местного населения. По ее словам, даже при большом количестве иммигрантов и беженцев следует принимать их как обычных людей.